Здравствуйте, с вами Крым Реалии и я, Катерина Некречия. Сегодня в выпуске. Преследование в Крыму, снова обыски и задержание крымско-татарских активистов. Теперь допрашивали и их жен. Решение Меджлиса в 2014 году о сотрудничестве с оккупантами было ошибочным. Эксклюзив с Ильми Умеровым. Российские грабли Зубкова. Почему поклоннику аннексии теперь не нравится российский Крым? Патриотическое воспитание. Почему историки России выдают поражение за победы? Новые обыски. На этой неделе работники ФСБ пришли к крымско-татарским активистам общественной организации «Крымская солидарность». На админгранице с Крымом задержали женщин, жен арестованных фигурантов так называемого дела Хизбут-Тахрир. Подробности из Крыма от Антона Наумлюка. Сотрудники полиции совместно с сотрудниками Федеральной службы безопасности провели целый ряд оперативно-розыскных мероприятий в Симферополе и Бахчисарае. В результате двум активистам, у которых проходил обыск, были представлены обвинения в распространении экстремистских материалов в социальных сетях. По мнению следствия, еще в 2012 году они опубликовали на странице своих социальных сетей символику партии Хизбут-Тахрир, запрещенной в России. Нам удалось приобщить исследовательское заключение кандидата исторических наук Дмитрия Дубровского о том, что Хизбут-Тахрир не имеет официальной символики, что Хизбут-Тахрир использует общеисламскую символику. И я думаю, эта экспертиза, она дала нам такой фундамент, скажем так. Один из активистов был арестован на 15 суток административного ареста, второму был назначен штраф в размере 2000 рублей. Одновременно с этим вечером на границе в районе Армянска произошел инцидент. Российские пограничники задержали 7 девушек, жен фигурантов дела Хизбут-Тахрир. Они возвращались из Херсона, где оформляли украинские документы для своих детей. На протяжении 7 часов их допрашивали, обыскивали, отказывались отпускать. Одной из девушек стало плохо, она упала в обморок, и 2 раза приезжала скорая для того, чтобы оказать ей помощь. Только вмешательство адвоката и внимание СМИ смогли исправить ситуацию. Все девушки были в результате отпущены, сейчас они находятся дома. Антон Наумлюк, Крым, специально для Крым Реалии. Свободный Ильми Умеров, но он говорит, что о таком освобождении не просил и готов был отсидеть 2 года тюрьмы за свою позицию «Крым – это Украина». Сейчас крымская власть, назначенная Кремлем, обвиняет Умерова в сотрудничестве с ними в 2014 году. В эксклюзивном интервью он рассказал нам, почему работал в оккупационной власти. Политический узник и один из лидеров крымско-татарского народа Ильми Умеров ответил на болезненные и острые вопросы о Меджлисе. Когда вам стало известно о том, что вот готовится такая фактически спецоперация для того, чтобы вас передали Турции, а потом Украине? У меня были гости дома из Москвы, сотрудники ФСБ, которые рассказали о том, что есть договоренность между президентом Турции и президентом России. Остается лишь небольшая формальность, нужно написать прошение на имя Путина о помиловании. Я категорически отказался. Они пытались меня немножко шантажировать, примерно как в советские времена это выглядело. Вот смотрите, вас Чубаров и Джемилев кинули, вы будете находиться в тюрьмах и колониях, а они ездят по миру, шикуют, живут в Киеве, живут в дорогих отелях, пьют дорогой кофе. Если бы вы знали, что вас посадят на самолет в Россию, а потом в Турцию, вы бы согласились выйти? Я бы отказался. Я точно знаю, что я бы от этого отказался. Когда я поднялся, я увидел, что там 10-1,5 представителей каких-то спецслужб. У меня мысль возникла, что вытащили из больницы для того, чтобы отправить в какую-то колонию, то ли в Сибирь, то ли в какие-то другие регионы. Тем более, когда эти 2 представителя приходили, они, угрожая, говорили, что в Харт попадешь, это Ямало-Ненецкий округ. Через некоторое время, когда я попросился в туалет и проходил мимо Ахтема, по-крымско-татарски сказал «Селям алейкум, достом», здравствуй, друг.
И это шипение еще раз повторилось, что вы сейчас совершили очень грубое нарушение. Только из-за вашего возраста, из-за вашего состояния здоровья мы не применяем к вам силу, не вздумайте еще раз повторить. Когда российские войска, тогда еще их называли зелеными человечками, появились в Крыму, и был разговор о том, что вот должны быть квоты, что 30% крымским татарам во всех ветвях власти должно принадлежать. Почему не удалось найти какого-то согласия? Решение, о котором вы говорите, 30%, ну на самом деле там 20% было оговорено, квоты в исполнительных структурах, признание Меджлиса, и еще некоторые пункты. Это был документ, который был принят 11 марта, то есть до референдума. Это была еще автономная республика Крым, Украина. И у нас было и юридическое право, и моральное право договариваться с этим парламентом. То есть попытка сосуществовать, попытка сотрудничать, попытка влиять на ситуацию, как бы влиять на ситуацию изнутри, нами была предпринята. Вот я, например, в то время работал главой района. Первое время мне казалось, что полезнее находиться внутри, продолжать исполнять обязанности главы района. И первое время это в какой-то степени получалось, используя свое влияние, свой авторитет. Я от некоторых вещей оберегал, если не весь район, то, по крайней мере, его крымско-татарскую часть. Я категорически выступил против присоединения, против проведения референдума. Но самое главное, я делал политические заявления, оставаясь в роли чиновника. И сейчас бы вы также поступили? Тогда действительно все было очень сложно, и очень много вещей было непонятно. Иногда казалось, что Обама сейчас пригрозит Путину пальчиком, и все вернется на свои места. А неделя за неделей шли. Почти 4 месяца, которые я отработал после аннексии, я не предал ни Украину, ни свой народ, ни самого себя. Ленура Ислямова и Заура Смирнова, которые пошли в исполнительную власть. Как вы думаете, спустя вот столько времени, стоило ли это делать? Ну, с позиции сегодняшнего дня я могу сказать однозначно нет. Не надо было этого делать, но в то время у нас были немножко другие ощущения, немножко другие мысли. Из этих же самых соображений Меджлис большинством голосов делегировал во власть, в новую уже власть, 2 своих представителя. Это было не признанием, а продолжением борьбы. Просто на тот момент мы так чувствовали ситуацию, что, внедрив туда 2 своих представителей, мы будем на что-то влиять. Но если вы знаете, Ленур проработал всего 28 дней и был уволен, а Заур превратился в коллаборациониста, в предателя и уволен через 3 года. У вас возможность общаться, как я полагаю, с депутатами, может, с европарламентариями. Рассматриваете ли вы это как вот такой момент, может быть, влияния или распространения информации о крымских татарах и о ситуации в Крыму? Ну, если так случится, что я буду находиться постоянно в Киеве, скорее всего, я именно этим и буду заниматься. У меня почти 20 лет стажа госслужбы. У меня 1-й ранг госслужащего Украины. Наверное, достаточно опыта и влияния, чтобы работать и с депутатами, и с членами правительства, работать над какими-то документами. Найду я себе применение. Я очень люблю свою семью, своих детей и внуков. Хочу находиться рядом с ними. Ну и, соответственно, я очень люблю свою родину и свой крымско-татарский народ, ради которого я готов на все. Спасибо вам за это интервью. И я вам, конечно же, желаю, чтобы вы провели время в Германии, поправили свое здоровье и вернулись к себе домой, к своим родным и близким. Есть, конечно, у нас слабые моменты, но они все объяснимы.
Ну вот вы же спрашивали, Меджлис продолжал работать, сотрудничать уже с новой властью, давали кандидатуры. Я сам 4 месяца продолжал работать. Но это было вовсе не от того, что мы хотели приспособиться, а это было от того, что мы хотели влиять на ситуацию. Я говорил, ну, годик протянется, и все вернется на свои места. Больше они не протянут. Но они уже 3,5 года протянули и еще не собираются. Но надо сделать, чтобы они собрались. Теперь, через 3 года в Крыму он чувствует себя недочеловеком и хочет воссоединения с Украиной, хотя был горячим сторонником аннексии. Почему человек, который пожимал руки первым лицам Украины, перешел на российскую сторону? И почему теперь Россия не выпускает его с полуострова? Смотрите прямо сейчас. Я так думаю, что в ближайшие 100 лет я буду невыездной. Российские судебные приставы на полгода закрыли Олега Зубкова в Крыму. Причина – это кафе. Оно работает, но не введено в эксплуатацию. Все это бывшая воинская часть. Строительство здесь начали в 80-х. Зубков купил земли в 2006 году. Какие-то здания достроил, какие-то восстановил. Теперь у него требуют документы на строительство 80-х годов. Но их даже в архивах нет. Российское законодательство не предусматривает оформление этого здания, иначе как через снос и строительство нового. Но посмотрите на это здание, капитальное, красивое, причем под ним расположено бомбоубежище, которое предназначено для прямого попадания 150-килотонной атомной авиабомбы. Я должен его снести, взорвать, для того, чтобы поставить новое из-за одной какой-то бумажки. Выбора Зубкову не оставляют крымские власти. Именно те, кого он встречал на броневике. Именно этим властям он обещал дать 60 львов, чтобы те не пустили на полуостров мифических бандеровцев. Если будет команда выйти за пределы парка и пополнить ряды самообороны, то мы это обязательно сделаем. Зубков – ярый сторонник объединения Крыма с Россией. Вот так он объясняет, почему поддержал русскую весну. Мы очень надеялись, что выйдем из этого административного болота, из этой украинской трясины. Потому что я видел в этом восстановление исторической справедливости, я видел в этом развитие Крыма. Он открыл первый в Украине частный зоопарк. Ялтинскую сказку не раз посещал президент Виктор Ющенко. Вот он с шимпанзе, а вот с медвежонком. Хозяин зоопарка дружил и с оппозицией. Был рад депутату Шуфричу. Приезжал просто погулять, посмотреть. Один раз был вместе с ним, а потом уже приезжал с другими, приезжал со своими сыновьями, потому что эмоции, которые мы получали, они, конечно, великолепные, позитивные. И хорошо, что есть такие места. 4 года Зубков был депутатом крымского парламента от ГЮТа. Тогда из рук премьера получил бенгальскую тигрицу. Тимошенко использовала ее в предвыборной кампании 2010 года. В честь Юлии животное назвали Тигрюля. Захистить наше майбутнє. К сожалению, мы не поддерживаем связи с этим человеком. Но я хочу сказать, что мы против репрессий, применяемых в отношении украинцев в Крыму. Надо все миру и Украине сделать, чтобы Крым был деоккупирован. Когда президентом стал Янукович, а не Тимошенко, у Зубкова появились новые друзья. Званым гостем на открытии парка Львов-Тайган был член партии регионов, тогдашний крымский премьер Анатолий Могилев. Еще один объект привлекательности Крыма, еще один объект, который привлечет к нам больше 100 туристов, а приезжающие к нам туристы оставляют тут денежки. Это было в апреле 2012 года. Через несколько месяцев Зубков вступает в партию регионов. Спускают на тормозах его уголовное дело о захвате земель воинской части. Я не вижу альтернативы партии регионов. Тратить время на то, чтобы быть в вечной оппозиции, я не вижу смысла. Я увидел очень мощную организационную структуру, и поэтому хочу сегодня конструктивно работать в составе правящей партии.
Через год после аннексии он уже собирался увековечить российского президента. Решил заказать 3 памятника Александру Суворову, Екатерине Великой и Владимиру Путину. Ну, я очень люблю памятники. Не получилось. При России Зубкову дорого привозить скульптуры из Китая. Ему не дают новые земли для расширения парка львов. Воду из ближайшего водохранилища откачали, потому что ее не хватало на востоке полуострова. Свиней, которые должны были пойти на мясо хищникам, сожгли из-за африканской чумы. Я вынужден защищаться бесконечно в судах. 157 судебных заседаний мне пришлось посетить в прошлом году и уплатить 3,5 миллиона штрафов. Он заявляет, зоопарки «Сказка» и «Тайган» хотят забрать крымские власти. Есть в Крыму люди, заинтересованные получить этот очень высокодоходный бизнес. И очень многое, что делается руками власти, как раз с тем, чтобы этот бизнес перешел в другие руки. С крымским политологом соглашается украинская правозащитница. Мол, яркие и независимые бизнесмены на полуострове лишние. Жертва ли он? Он сам начал играть по этим правилам. Но, видимо, он не думал, что это применят к нему. Да? Он не зависит от власти, он создает продукт, который живет сам по себе и окупается сам по себе. А зачем это надо? А крымские власти обвиняют Зубкова в том, что он на каждом шагу нарушает закон. Жестоко обращается с животными и даже с сотрудниками. За избиение сторожа он получил 3 года условно. Есть и фотографии потерпевшего, как его избили, нос сломали, и электрическим шнуром от кассового аппарата избивали, вся спина в порезах. На моей руке не хватит пальцев, сколько было законных оснований обратиться в суд с санкцией прекращения закрытия парка на 90 суток. Но мы не сделали этого ни разу. Мы заменили это штрафом. Олег Зубков получил российский паспорт, но и украинский припас. Я не отказался от украинского гражданства. Я хотел бы получить еще и биометрический паспорт гражданина Украины. Я чувствую себя ущемленным человеком. Я сегодня чувствую себя недочеловеком, к сожалению, в российском Крыму. Если бы еще раз встал вопрос о статусе полуострова, Олег Зубков вряд ли бы проголосовал за российский Крым. Он готов переехать и перевести коллекцию животных в другую страну. Александр Шевченко, Мустафа Алиев для Крым Реалии. Победы или поражения? Сразу после аннексии в Крыму придумали новый фестиваль – исторический. Ежегодно там разыгрывают героические бои русской армии из разных эпох. Какую историю показывают крымчанам, смотрите в сюжете. Крымская война в разгаре. Зрелищный праздник патриотизма. Я 4-й раз в Крыму. Или пропаганды. Это, конечно, не история, это политика. Тысячи людей радуются победе российской армии из зрительской зоны. Миллионы перед телеэкранами. От Древней Руси до Великой Победы сквозь эпохи. Русские в меньшинстве, но Севастополь все так же неприступен. Аутентичность и достоверность – главные требования к участникам. После аннексии в Крыму появился новый праздник – фестиваль на Федюхиных высотах. В этом году было 4 площадки. Киевская Русь. Красное солнце спускалось над морем. Война в Афганистане и Вторая мировая. В целом, вот таким вот образом советские десантники планировали высаживаться, там, куда их пошлют. Особое внимание детям. Для них особый интерактив. Наибольшее внимание к главному действию – реконструкция Крымской войны 1853-56 годов. Российская армия успешно отбивает атаку союзных войск. Вторую также. Триумфальная победа русских. Враг отступает.
Мы вам показали эпизод неудачной попытки штурма Малахова кургана. При поддержке артиллерии вышли, стреляли, получили доблестный отпор от русской армии и откатились назад, утаскивая за собой раненых. Потом вышел сержант, помахал платочком, получилось как бы перемирие, забрали раненых, поулыбались друг другу и разошлись. Именно так все и было, за исключением того, что Россия все-таки проиграла битву. И союзные войска взяли Севастополь, говорит крымский историк. По его мнению, особенность этих реконструкций – избирательность. Отыгрываются очень локальные вещи, из которых может создаться неправильное впечатление. Можно отыграть успешную защиту там 4-го бастиона и не отыграть поражение на Малаховом кургане, но в конечном итоге Севастополь был взят именно с падением Малахового кургана. В этом году зрители увидели сплошные победы русских войск в битвах 19-20 веков. И в Афганистане, и во Второй мировой, и в Крымской войнах. Организаторы оправдываются, поражения тоже показывали раньше. У нас фестиваль достаточно объективный, и мы показываем историю, как она была. Допустим, в прошлом году мы показывали штурм Малахова кургана. Это третий штурм, на котором французские войска взяли Севастополь. Вообще вся российская историография сводится к тому, что да, мы, конечно, проиграли, но мы так героически сражались, что можно считать это за победу. И вот под таким соусом это и подается даже в современных российских учебниках. Почему-то на историческом фестивале, где главным действом стала оборона Севастополя в Крымской войне, ни слова не сказано о том, что четверть войска Российской империи составляли украинцы. Молчат и о судьбе крымских татар. Украинский историк считает, что это делается намеренно. Россия занимается именно таким выборочным цитированием истории. И, собственно, выбирает только те моменты победные, которые могут показать ее как сильную, мощную, непреодолимую. Именно эта причина, почему так много внимания уделяется Второй мировой войне, которая представляется как Великая Отечественная. Потому что это одна из немногих войн, наверное, единственная война в 20 веке, которую Россия или Советский Союз и Россия, как его правопреемница, выиграла в 20 веке. Посмотреть на сплошные победы без поражений в интерпретации реконструкторов по подсчетам организаторов пришли около 25 тысяч человек. Приехали даже участники из-за рубежа и материковой Украины. Всего 20 человек. Приезжали ребята с Харькова, я знаю, Днепропетровска были, без таких проблем приезжали. Плюс были иностранные участники с области Савоя, по-моему, 12 человек было, они занимаются реконструкцией на Крымскую войну. Было 3 человека из Чехии и, по-моему, 4 человека из Болгарии. Я 4-й раз в Крыму. Несмотря на то, что нас сегодня было не так уж много, обычно, когда у нас реконструкции в Италии, нас больше. Но все равно нам очень понравилось. Было здорово. В прошлом году фестиваль на Федюхиных высотах назвали лучшим мероприятием патриотического воспитания в России. И на достигнутом организаторы останавливаться не собираются. К 2020 году обещают построить на этом месте целый исторический парк. Главная задача – привлекать туристов и заниматься воспитанием крымских детей. На это планируют потратить $1 миллиард, что более 17 миллионов долларов. Назар Сытник, Анастасия Бабкова для Крым Реалии. С вами была Катерина Негреча и Крым Реалии. Смотрите телеканал «Настоящее время» и читайте Крым Реалии. До встречи через неделю.